10 лет как нет Юрия Спиридонова. В день памяти у могилы первого руководителя республики утром собрались близкие, друзья и соратники. Спиридонов возглавлял регион с 1994 по 2001 год, и многие прогрессивные постсоветские проекты того времени, по сути, были реализованы благодаря его воле и таланту. Это было, возможно, самое сложное время в жизни страны, но застойным оно для Коми точно не стало. При Спиридонове открылся кардиоцентр, образованная академия госслужбы и гимназия искусств. Началось освоение месторождения бокситов. Бит первый костыль в магистраль Вилкамур. Воздвигнут Стефановский кафедральный собор. Порой первый глава принимал непопулярные решения. Зато оставался в диалоге с людьми и требовал с подчиненных по полной. Ценил, как сказал сегодня бывший депутат Валерий Потолицын, их не по личной преданности, а по уму и возможностям. В свое время я возглавлял комиссию по государственной символике. Как он понимал особенности нашей республики. Когда мы, Боброва Надежда Александровна, пошли к нему, он как раз лежал в больнице, приболел, насчет гимна. Записали его. Он говорит, два варианта музыки для гимна. Один, он более гимновый, но он подходит для любой области, для любой страны и так далее. Нет изюминки республиканской. А вот музыка Виктора Савина, она хоть и менее гимновая, но там чувствуется вот изюминка республики Коми. И он согласился, и у нас теперь, я считаю, самый красивый гимн Российской Федерации. Ну и еще один момент хотелось бы отметить. Хотя он был русский по национальности, никто в эти сложные, тяжелые 90-е годы не сделал так много для сохранения и развития коми языка и культуры. К сожалению, с Юрием Алексеевичем лично знаком не был, но могу сказать, что задолго до приезда в республику я, общаясь с своими старшими коллегами в Москве, неоднократно они почему-то вспоминали Юрия Алексеевича. Ну почему? Потому что летали к нему в гости, потому что общались с ним, потому что ценили и ценят его как очень государственного человека, как мужа государственного и как товарища. Если так будет суждено, конечно, мы точно совершенно не уроним его имя и грязь лицом не ударим. И если будет Богу суждено, то, конечно, те заветы и те мысли, которые Юрий Алексеевич вынашивал и, может, успел осуществить, вот этот подход, что делай все, как будто делаешь в последний раз, это очень по сердцу мне. И я думаю, что это, конечно, правильный подход, потому что не надо ничего откладывать на завтра, максимально выкладывайте сегодня. Если есть возможность помочь, помогай. Если есть возможность камень положить в кладку, владей. Поэтому, Юрий Алексеевич, Царство вам небесное, и знаете, что люди вас любят и помнят. О том, каким он был, репортажно попробует представить моя коллега Татьяна Супряткина. Спиридонов был действительно первопроходцем. Оценивать его нужно именно в контексте тех перемен, которые происходили тогда в России. Он всегда говорил: «Я волк, идите все за мной». Он мог сорваться, он мог жестко выговорить. Просто пахарь, ата дая, влюбленный в свою республику. Парень из простой деревенской семьи видел и голодное детство, и тяжелый труд.
Мечтал выучиться и всегда хотел быть первым. Ведь по всей стране тогда гремел социалистический лозунг «Быть первым и всегда впереди». Поэтому Спиридонов и был первым во время учебы в Свердловском горном институте, на Магаданском прииске, куда попал уже после учебы, и здесь, в Коми, в Ярикском нефтегазовом управлении, где за 11 лет он вырос от горного мастера до начальника шахты. Уверенный, жесткий, справедливый. Он был своим и среди начальников, и среди простых людей. Я хотела с тобой видеться. Мы уже увидели. Волжской была. Он слышал и чувствовал тех, кто веками жил на этой северной земле. Он чтил традиции. На спецкурсах изучал коми-язык, чего требовал и от своих подчиненных. При Спиридонове были утверждены 2 государственных языка. Вот эта программа, которая была выработана тогда под его руководством, она, собственно говоря, она стала, во-первых, лучшей в СССР среди автономий, а во-вторых, вот все эти идеи, принципы, положения, они работают сегодня, потому что на этой программе базируется современная государственная национальная политика. Поэтому, несомненная заслуга Спиридонова в том, что наша республика – это регион мира, согласия, многонациональная, причем республика. Многие начинания Юрия Алексеевича критиковали. Волевые решения первого главы республики многие не понимали. Он смог отстоять строительство кардиоцентра. Нашлись и врачи, в чем все сомневались. Больничный комплекс стал крупнейшим в Северо-Западе. За 20 лет через кардиоцентр прошли более 300 тысяч пациентов. Я помню такой случай, когда шахтер Воркутинский нуждался в пересадке почвы, а в республике задержки заработной платы, денег не было, все в бартере. Я звоню ему и говорю: Юрий Алексеевич, нужен 1 миллион на пересадку почвы. Я тогда же себе представил, как он подскочил в кресле. Он говорит: Жора, ты представляешь, какая ситуация? 1 миллион – это зарплата трудового коллектива такого-то, такого-то. Потом он помолчал, даже выматерил меня. Типа, куда? Помолчал, он говорит: а что будет, если не будет денег? Я говорю: просто умрет. И он опять закричал: я же не убийца, как я могу допустить? И вот он позвонил министру финансов Захарову: дайте Зуцеву 1 миллион, в смысле Минздраву. Тот тоже на том конце провода орет: где, Юрий Алексеевич, возьми деньги? Он сказал: откуда хочешь, сними, 1 миллион отдай, надо спасать человека. Спиридонов был вхож в кремлевские кабинеты, был в хороших отношениях с Борисом Ельциным, но при этом он оставался простым и близким к народу. Мужики, что еще надо? Яйца надо на повороте заносим. Надо организовывать, чтобы население покупало. Организовывать. Стефановский собор, второй по величине после храма Спасителя в Москве. Они строились одновременно, и это на севере такой размах. Мог вспылить, повысить голос, постучать кулаком об стол, но всегда боролся за правду, за результат. Он бесконечно любил этот северный край. Ему и посвятил всего себя, сохраняя верность до последнего дня.